На часах ровно 12:00 по московскому времени. Мустафа Цуров вместе с неравнодушными коллегами по работе и студентами топливно-энергетического колледжа внимательно слушает послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Я, например, как и все мои сотрудники, испытал огромную гордость за свою страну. Гордость за то, что мы, пережив такое трудное время, не сломавшись, не развалившись, а наоборот, укрепив свое государство, ставим такие грандиозные планы вперед. И я более чем уверен, что мы можем их осуществить. Мне понравилось два раздела в основном. Это раздел образования и с гордостью слушал раздел обороны. По образованию практически все наши слабые точки определены, выстроены четкие предложения, поручения конкретные, по которым мы должны двигаться вперед. Это и повышение квалификации, это и укрепление образовательных центров, таких как Сириус, это развитие кванториумов, это развитие инновационного направления, цифрового направления. Ну, практически все, что мы должны сделать в ближайшее время для того, чтобы еще больше укрепиться, выйти из этой полосы. Все конкретно было определено. А тем временем за выступлением главы государства следили парламентарии. Депутаты Народного собрания отмечают, что послание Владимира Владимировича носит особый, рубежный характер. Акценты расставлены практически во всех сферах безопасности и жизнедеятельности великой страны. Во-первых, это, конечно же, очень важное событие политической жизни страны. Но мы сегодня это послание слушали как сказал сам же президент, поворотный момент нашей жизни, жизни нашего государства. Потому что те серьезные вызовы, которые сделаны российскому государству, они, конечно, требуют консолидации общества и не могут не вызывать особый такой, знаете, интерес к тому, что говорит в этот период, ответственный период, глава государства народу. Поэтому, конечно же, главное внимание было уделено, собственно говоря, социально-политической ситуации внутри страны. Это первая часть. Вторая часть, естественно, связанная напрямую с внешнеполитической ситуацией, и огромное внимание было уделено обороне страны, это понятно, да? Но отрадно то, что несмотря ни на что, несмотря на все трудности, которые испытывает сегодня, что там греха таить наша страна в связи с санкциями известными, страна выдержала эти вызовы, достойно ответила на них, но это нисколько не снижает того внимания, которое государство должно уделять именно качеству жизни страны. Послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которое сегодня является 14-м уже по счету в качестве, по счету в его деятельности президентом Российской Федерации, но оно, как и прежде, является всеобъемлющим, затрагивающим все аспекты и жизни, и социального развития, и промышленного развития нашей страны, благосостояния граждан. И если брать определенные отрезки выступления, то особо мне запомнилось, отметилось то, что это, конечно же, то масштабное благоустройство городской среды, которое сегодня происходит во всей нашей стране и в Республике Ингушетия, в частности. Благодаря этой программе у нас было благоустроено 44 многоквартирных дома и 13 общественных территорий. И такими же темпами мы будем реализовывать это и в 2018 году. Но в своем послании сегодня Владимир Владимирович отметил то, что он, понимая важность и нужность этого проекта, будет увеличивать финансирование, что, конечно же, является большой радостью как для жителей населенных пунктов как страны в целом, так и в Республике Ингушетия в частности. По словам Путина, к середине следующего десятилетия вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых в сфере бизнеса с 19 до 25 миллионов человек. Как всегда, послание он был конкретный, четкий, да, но на этот раз мне показалось, задача поставлена более амбициозной, чем обычно. В первую очередь глава обратил государство внимание на то, что нам надо
развиваться, осваивать новейшие технологии, если мы не хотим отстать, остаться на обочине жизни. Да. Мы должны войти в ближайшие годы, войти в пятерку крупнейших экономик государства. Экономика государства – это основа. Только имея нормальную экономику, можно поддерживать материнство, детство, вкладывать деньги в здравоохранение, образование. Кстати, на все эти культуру, на все эти отрасли, вот он уделил, каждой отрасли уделил внимание. И одну из главных задач поставил им по поддержке малого и среднего предпринимательства. Рост производительности труда, это основа у нас, он должен составить к 2025 году увеличиться на 1,5 раза. Кроме того, вклад в ВВП страны в 2025 году малого и среднего бизнеса должен достигнуть 40%. Сегодня он составляет 21%. Для того, чтобы и поставлена задача создать ясные, четкие условия игры для малого бизнеса, обеспечить доступ к долгосрочным дешевым кредитам. Сегодня правительство выходит на цифру 6,5%, подготовлены все документы для того, чтобы малый бизнес мог получать это относительно неплохие условия. Конечно, было бы лучше, если бы еще было выше. Но именно задача по малому бизнесу, по развитию экономики, обеспечению устойчивого роста экономики, вот они, все эти задачи перекликаются. Для нашего региона это очень актуально. У нас, собственно говоря, других возможностей развивать экономику, как развивать малый бизнес, нет. И мы будем всецело выполнять эту установку. Ежегодное послание главы государства Федеральному собранию стало особо актуальной темой обсуждения для многомиллионной аудитории страны. Медицина, учеба, строительство, политика. В обращении Владимира Путина затронуты все направления и даны ответы на интересующие россиян вопросы. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.